Здравствуйте, уважаемые обучающиеся. К вам я обращаюсь с лекцией по фармакогнозии. Зовут меня Саякова Галия Мурзагалиевна. Я профессор кафедры фармацевтической, токсикологической химии, фармакогнозии и ботаники Казанского национального медицинского университета имени Асфандиярова. Хотела бы прочитать вам лекцию. Сейчас я ее включу. Ничего она не видит. Которая называется «Общая характеристика сердечных гликозидов. Лекарственные растения и лекарственно-растительное сырье, содержащие сердечные гликозиды». Кардиотонические гликозиды, или как еще мы его называем, сердечные гликозиды, относятся к стероидам, имеющим в структуре гликона ядро, которое перед вами, циклопентан-пергидрофенантрена. От прочих стероидов они отличаются наличием в 17 положении, вот перед вами, ненасыщенного лактонового кольца. По величине лактозового цикла они классифицируются на карденолиды и буфадиенолиды. Избирательно действуют на сердечную мышцу. Классификация сердечных гликозидов. По характеру радикала в 17 положении они делятся на карденолиды и буфадиенолиды. Перед вами как раз на две группы поделенные. Это группа наперстянки и группа строфанта, к которым относятся к карденолидам. То есть в основе, посмотрите, тут А, Б, С, Д. Это циклопентан-пергидрофенантрен, но в 17 положении присоединены лактонные пятичленные кольца. А буфадиенолиды в 17 положении шестичленное лактонное кольцо. В группе наперстянки тут разные виды наперстянки относятся. Это может быть и крупноцветковая, и ржавая, и так далее. В группе строфанта относится строфантин, адонис весенний, может туда ландыш майский или желтушник относиться. А буфадиенолиды, где шестичленное лактонное кольцо в 17 положении, это может быть обыкновенный, например, морозник, или может туда относиться лук, например, и так далее. Прежде чем начать особенности химического строения, я бы хотела немножко историю рассказать. Что первое научное упоминание о том, что некоторые растения обладают стимулирующим действием на работу сердца, принадлежит Уайтерингу в 1785 году. Этот эффект он обнаружил, изучая действие листьев наперстянки. В 1856 году появилась работа доктора Кирха о том, что кардиотоническим действием обладает так называемый стрельный яд, получаемый некоторыми африканскими племенами из трофанта и использующийся ими для смазывания наконечников стрел при охоте. В 1865 году профессор Петербургской медико-хирургической академии Пеликан провел глубокое фармакологическое исследование этого стрельного яда из трофанта и подтвердил его избирательное действие на сердечную мышцу. Через 7 лет после этого Фразер выделил из трофанта индивидуальное биологически активное соединение и показал его гликозидную структуру. Но подробно расшифровать химическую структуру сердечного гликозида из трофанта удалось только в 1937 году. Первыми растениями отечественной флоры, в которых были обнаружены кардиотонические вещества, явились горецвет весенний и ландыш майский. Это было в 1860-1861 годах.
Однако химическая структура биологически активных соединений из этих растений была расшифрована только в 1960 году группой ученых под руководством Колесникова. Следует отметить, что с момента открытия сердечных гликозидов и по настоящее время ассортимент растений, содержащих сердечные гликозиды и использующих их в медицинской практике, почти не изменился. В то же время сердечные гликозиды, как лекарственные вещества, не имеют в себе равных синтетических заменителей, и растения служат единственным источником их получения. Почти в 80 случаев при лечении сердечно-сосудистых заболеваний используются препараты в основном растительного происхождения. Теперь обратите внимание на формулу. Здесь везде пронумерованы, и я бы хотела отметить особенности химического строения сердечных гликозидов. Положение С13 всегда находится метильный радикал. Гидроксильные группы положение С3 и С14. Реже гидроксильная группа бывает С5, С11, С12, С18. В С16 положении она часто этерифицируется муравьиной, уксусной и изовалерьяновой кислотами. Возможно нахождение эпоксидных групп в положениях С3 и С8, С14, С11, С12. Известны кардинолиды и с двойной связью в молекуле. Вот, посмотрите. Как я говорила, у нас есть, значит, и в 17 положении 5-6-членный лактонный цикл. Углеводный компонент, он тоже там есть, в гликозидах. Он присоединяется по гидроксилу в С3 стероидной части молекулы. Известны гликозиды с одним, значит, монозиды называют, 2 биозиды, 3 триозиды, 4 тетразиды и 5 пентазиды углеводными остатками. Характерной особенностью этих веществ является линейное строение углеводной цепи. Сахара размещены в определенной последовательности. С агликонами связаны чаще всего специфические сахара 2-дезокси, 6-дезокси, 2,6-дезокси сахара и их метильные производные, к которым присоединены одна или несколько молекул D-глюкозы. В большинстве случаев углеводные заместители соединены между собой от 1 до 4 связью, однако между специфическими сахарами и D-глюкозой встречается от 1 до 2 и от 1 до 6 связи между молекулами глюкозы. По размеру окисного цикла они являются пиранозидами. Вот обратите внимание, перед вами формулы D-дигитоксоза, D-цимароза, L-алиандроза. Связь химического строения с фармакологической активностью. Кардиостероиды, в отличие от других стероидов, имеют специфическую пространственную ориентацию молекулы. Относительно кольца В, кольцо С всегда занимает трансположение. Кольца СД всегда имеют цис-сочленение. По пространственному сочетанию колец АБ кардинолиды делятся на 2 ряда. Ряд холестана и ряд копростана. Перед вами формулы. Обратите на это внимание. Связь химического строения с фармакологической активностью. Носителем биологической активности кардиостероидов является гликон. Гидрофобные свойства гликона препятствуют проявлению биологической активности. Наличие 1,5 остатков сахаров повышает гидрофильность и биодоступность молекулы кардиостероидов. Поэтому в медицине используются только кардиогликозиды. Сила биологического действия кардиогликозидов зависит от строения лактонного кольца и его пространственной ориентации,
структуры и стеохиметрии стероидной части молекулы, наличие пространственной ориентации заместителей в стероидном скелете, особенности строения гликона, то есть качественный состав и количество моносахаридов ОЦ при положении. Кардиотоническое действие сердечных гликозидов обуславливает лактонное кольцо в 17 положении. Разрыв его или изомеризация ведет к полной потере биологической активности. Гидроксильная группа в положении 11 и 12 альфа и бета повышает биологическую активность кардинолидов. В 7 и 16 положении, наоборот, понижает. И здесь изменение конфигурации, вот в 3 положении, он как раз приводит к уменьшению действия кардиотонического. Общие физико-химические свойства сердечных гликозидов. Прежде всего, это кристаллические, реже аморфные вещества, бесцветные или белые, без запаха, горькие на вкус. Температура плавления 100-270 градусов Цельсия. Оптически активные, флюоресцируют в свете, растворимые в водных растворах метилового и этилового спиртов. Гликозиды с длинной углеводной цепью больше растворяются в воде и водных растворах спиртов, а гликоны лучше растворяются в органических растворителях. Малорастворимые в диэтиловом эфире, хлороформе, в воде, легко гидролизируют с кислотами и ферментами. В щелочной среде происходит деструкция агликона и следствие разрыва лактонного кольца, что приводит к потере кардиотонического действия. Значит, понимаете, деструкция, то есть разрушение. Перед вами примеры гидролиза кардиогликозидов. Это длинный очень путь. Вот посмотрите, как это происходит. Немаловажное значение имеет сушка и хранение лекарственного растительного сырья, содержащего сердечные гликозиды. Растительное сырье, содержащее кардиогликозиды, сушат быстро при температуре 50-60 градусов Цельсия, чтобы свести к минимуму действия ферментов. Если нужно получить вторичные гликозиды, то сушат медленно 7-10 дней при температуре 20 градусов Цельсия. В связи с высокой токсичностью кардиотонических веществ лекарственное растительное сырье и препараты, которые их содержат, надо хранить очень-очень осторожно по списку Б. Отдельно от другого сырья, в сухом, защищенных от прямых солнечных лучей света. Вообще, сердечные гликозиды, большую часть, они как алкалоиды, имеют список А. Но так как там из них делают настойки, то хранят по списку Б. Разводят. Один раз в год сырье и препараты, которые содержат сердечные гликозиды, стандартизируют, то есть подвергают переконтролю. На этикетках должны быть указаны дата анализа и количество единиц действия в 1 грамме сырья, то есть называют валор. А вообще, вот как я вам говорила, чистые гликозиды хранят по списку А. Качество обнаружения кардинолидов. Ну, в основе мы говорили, что там лежит кольцо. На стероидный как раз вот это ядро, характерная реакция, эта реакция называется Либермана-Бурхарда. Характерна также реакция с реактивом Чугаева, хлорид цинка и ацетилхлорид в уксусной кислоте. Реакция Розенгейма. То есть стероидная структура может быть доказана цветными реакциями серной и фосфорными кислотами. Здесь я еще хотела бы как раз сказать, что, например, реакция Либермана-Бурхарда, он осуществляется следующим образом. Берут сухой остаток очищенного извлечения гликозида, растворяют в ледяной уксусной кислоте,
прибавляет смесь уксусного ангидрида с концентрированной кислотой. Соотношение 51, развивается такое красно-розовое окрашивание, которое переходит в зеленое. Реакция Розенгейма – это сухой остаток очищенного извлечения гликозида, растворяет в хлороформе и смешивает с 90% водным раствором трихлор-уксусной кислоты. Появляется от розового до лилового и интенсивно такое синего окрашивания. Тут еще можно отнести несколько реакций, которые на пятичленное лактонное кольцо. Это реакция, например, называется КД с 3,5-динитробензойной кислотой, реакция Легаля с нитропрусидом натрия, Раймонда, М-динитробензолом бензоли, реакция Балье с пеклиновой кислотой. Это все на пятичленное лактонное в 17 положении. Шестичленное лактонное кольцо еще таких специфических реакций не найдено. Но здесь все равно можно отметить, что реакция, например, Легаля с нитропрусидом развивается такое красное окрашивание. Реакция Балье с пеклиновой кислотой развивается оранжевое окрашивание. Раймонда с динитробензолом будет фиолетовое окрашивание. Далее есть реакция на дезоксисахаран. Это реакция Келлер-Киллиани со смесью двух реактивов ледяной уксусной кислоты, содержащей следы железа сульфата, и концентрированной серной кислоты со следами железа хлорида. С помощью этой реакции как раз можно определить сахарный как раз этот компонент. Так, что здесь еще дальше? Очень характерные еще реакции. Можно давать хроматографически, провести хроматографию в тонком слое сорбента. То есть для системы разделения кардиостероидов на бумаге или в тонком слое сорбента ТСХ мы делим на две группы. Для слабополярных гликозидов и агликонов и для полярных гликозидов и агликонов. Универсальными системами для хроматографии в тонком слое сорбентов гликозидов является это этилоацетат, метанол, вода в различных соотношениях. Хроматограммы, которые обрабатывают реактивами, это и является Кидель, Легаля, Раймонда, Балье. Универсальными реактивами для кардинолидов и буфадианолидов это является раствор сурьмы хлорида с нагреванием, смесь хлорамина трихлоруксусной кислотой и концентрированная серная кислота с нагреванием. Реакцию Либермана-Борхарда можно использовать для обнаружения любых стероидов, в том числе и сердечных гликозидов. Количественное определение. Количественное определение в основном используют современные физико-химические методы. Это могут быть и спектрофотометрические, и колориметрические, полярографические, титрометрические методы ГЖХ. Но характерные, специфичные такие методы, это считаются биологические. То есть определение биологической активности сердечных гликозидов на животных осуществляет на кошках, лягушках, голубях. Поэтому и обозначает ее кет, лет, кет. За единицу действия вот этого одного кет, лет, гет принято наименьшее количество исследуемого объекта, то есть 1 мг вещества или 1 мл вытяжки растения, которое вызывает остановку сердца в систоле у животных в течение 1 часа. И количество единиц действия в 1 грамм действия называется валор. Еще знаете, что здесь можно еще вот такое сказать. Хоть и используют вот эти методы, которые физико-химические, существенным недостатком здесь является то обстоятельство, что оценка производится, как правило, по одному компоненту молекулы гликозида, или стероидному циклу, или лактонному кольцу, но не учитывается целостность всего соединения, вот как необходимое условие при проявлении стандартной биологической активности. Так, давайте дальше.
Биологическое действие сердечных гликозидов. Что значит кардиотоническое? Тут специфическое действие на сердечную мышцу в малых дозах, они усиливают ее сокращение, а в больших, наоборот, угнетают работу сердца и могут вызвать его остановку. Усиление систолических сокращений сердца, длительность систолы уменьшается. Это как раз они и делятся. Положительное инотропное действие оказывает. Удлинение диастолы, ритм сердца замедляется, улучшается приток крови к желудкам. Это отрицательное хронотропное действие, по-фармакологически обозначает. А если повышение тонуса миокарда, то это положительное тонотропное действие. Ухудшение проводимости миокарда – это отрицательное дромотропное действие. Усиление возбудимости миокарда удлиняет промежуток между сокращением предсердий и желудочков, то есть положительное батмотропное действие. Но в основном, можно еще здесь отметить, они в основном как седативное используют. И еще здесь очень важно для сердечных гликозидов то, что некоторые соединения, они обладают кумулятивными, то есть накопительными действиями в организме. Поэтому и назначают его очень осторожно. Перед вами рисунок, который относится к кардинолидам. Это листья наперстянки, фолия дигиталис, наперстянка пурпурная, дигиталис пурпурея, наперстянка крупноцветковая, дигиталис грандифлоре, норичниковая, скрофулериация. В основном это при сердечных заболеваниях применяется. И здесь необходимо отметить его состав. Состав, он содержит кардинолиды, пурпурея гликозид, А, В, содержит дикитоксин, дигоксин, сапонины содержит это растение, содержит также такие сапонины, как дигонин, титанин, стероидные гликозиды, флавоноиды, это апигенин, лютеолин, которые противовоспалительное тоже делают. Фенолокислоты есть, оксибензольная, ванильная, оксикоричные кислоты, это фумаровая, кофейная, фероловые кислоты, антрахиноны. По своему фармакологическому действию существуют препараты. Это такие, как дигитоксин, дитоксин, кардигид, обладает именно кардиотоническим эффектом. Перед вами рисунки. Вообще листья наперстянки, они бывают разные, но составы в основном, они содержат пурпурея гликозиды А и Б во всех, то есть именно сердечную мышцу. Я вам сейчас еще продемонстрирую, посмотрите. Так, что она там дальше не идет? Например, вот шерстистая, дигиталис ланата, норичниковые тоже соединения. Обратите, ланатозиды А, Б, С, Д и Е. Флавоноиды также содержат и сапонины. Здесь в основном, значит, препараты, это цилонид известный, изолонид, например, ланатозид, то есть это кардиотонические при сердечной недостаточности второй и третьей степени препарации. Внешний вид, посмотрите, как раз она и характеризует, что именно шерстистая. Есть еще крупноцветковые и так далее. Но это все относится к кардинолидам. Так, что у нас дальше не идет? Так, вот. К кардинолидам относятся семена строфанта. Семен строфанти, строфант комбе. Строфанты бывают щетинистые и бывают привлекательные. Семейство апоцинация, кутровые. Кардинолиды здесь содержат такие, как кастрофантазит, потом цимарин,
строфандиол, цимарол, например, сапонины, смолы, ферменты. Перед вами каждый тут продемонстрированы формулы. Почему тут именно мы говорим? Обратите внимание, вот здесь, да, вот тут как раз альдегидная группа, она характерна для семян строфанта. Выпускают ее и в инъекционной форме. Строфантин К, есть препараты инъекционные, например, тоже, которые оказывают кардиотоническое действие. Если предыдущие были травы, то здесь семена строфанта, это они у растения строфанта. Это вообще крупная такая красивая лиана. А используют этой лианы в основном вот именно семена. Трава горицвета, герба Адонис верналис, горицвет весенний, Адонис верналис, семейство лютиковые, ранункуляция. Кардиогликозиды, адонитоксин, цимарин содержит, также содержит адонивернозид, кастрофантидин бета, потом флавоноиды содержат, сапонины, кумарины. Очень много красивых легенд про эту траву горицвета. На практических занятиях мы, естественно, я буду все рассказывать про эти растения. Обратите внимание, желтые цветочки, это тоже растения. Из него делают настой, экстракт горицвета, сухой 1 к 1 или 2 к 1. И препараты из него, например, успокаивающим действием. Это адонисбром, таблетки, седативные, микстура Троскова, например, есть, используют. Противоастматические есть тоже действие этой микстуры Троскова. Есть препараты, которые из него делают и обладают кардиотоническим, помимо этого, еще и диуретическим эффектом. А еще эта трава обладает антиоксидантным действием. К кардинолидам это вот основные относятся. Также трава ландыша, герба конвалярия, листья ландыша, фолия конвалярия, цветки ландыша, флорес конвалярия, ландыш майский. Бывает еще, то есть конвалярия маялис, бывает еще закавказский, ландыш кейске, японский кейске, лилейные семейства. Действующие вещества, тут кардиогликозиды, конвалотоксин, флавоноиды есть, кумарины, терпеноиды, эфирные масла, фарнизол. И перед вами формулы, каротиноиды. Из него очень много делают настойки ландыша, много препаратов из ландыша. Хоть и пахнет хорошо, ландыш, а она тоже считается ядовитым растением. Здесь, естественно, такие выпускают препараты, как капли зеленина, капли, знаете, ландышево-валерьяновый, волокормид, каркликон и так далее. То есть обладает тоже именно кардиотоническим действием. На практических занятиях мы, естественно, в основном делаем микроскопию листьев ландыша. Трава желтушника. В Казахстане она очень широко распространена, как сорняк растет. Герба эризими, желтушник серый, раскидистый. Бывает еще ливкойны, семейство брассикация, капустные. Эризимин, эризимазид, нейротоксин, флавоноиды содержат, эфирное масло, масла там разные, и олеиновое, пальмитиновое, линоленовое и так далее. Это растение тоже обладает кардиотоническим действием. Препараты из него выпускают кардиовален, эризимин. Обладает помимо кардиотонического мочегонным и седативным эффектом. Формула вот перед вами как раз. Посмотрите, эризимин. Когда микроскопия этого растения смотрим, например, листьев через микроскоп, там очень-очень интересные волоски, они в виде звездочек.
точно так же напоминает, как мы смотрим, например, пастушьи сумки. Это предыдущие все были соединения кардинолидов. Из буфодианолидов это может быть корневище с корнями морозника. То есть ризома кумрадицис гелибори, морозник кавказский, морозник краснеющий, лютиковые ранункуляции. Тут кардиогликозиды, это колерборин, корельборин, ИК есть. Потом есть гелибрин, например, стероидные сапонины, смолы, жирное масло. Препарат корельборин обладает помимо кардиотоническим еще противоопухолевым действием. У нас вот в Алмате иногда тоже люди не замечают, а оно растет как кустарником. Обратите внимание, цветочки, но оно очень ядовитое. К буфодианолидам относятся также луковицы морского лука, бульбус стиле. Морской лук оргиния, семейство лилиацея. Здесь тоже глюкосцилларен, сцилларен А относится, простцилларидин А, слизи относятся, сахара разные, глюкоза, фруктоза, сахароза, эфирное масло, горечи, стероидные сапонины, тут смолы, жирное масло, органические кислоты. Растет он у нас тоже, это водный настой, препараты, из него готовят, например, талузин, который еще обладает диуретическим при бронхите, водянке, особенно при наличии отеков. Входит также в состав новофигура, капли доктора Тайса, которые применяют для снижения аппетита. Вот перед вами как раз рисунок этого лука морского. На этом моя лекция завершается. Если какие-то вопросы, то, пожалуйста, можете задавать мне. Все.